В эфире «Вечерние новости» расскажем о главных событиях выходного дня. В студии Василий Ращенко. Здравствуйте. Смотрите в программе. В Якутии снова более 200 суточных больных коронавирусом. Минздрав региона проверяет районные больницы и держит на контроле доставку медикаментов в период ледостава. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. О сложных буднях в период коронавируса у медиков узнали наши корреспонденты. Музей Ярославского проводит детские интерактивы. Интересное для себя могут найти как малыши от 2 лет, так и школьники старших классов. «201 больной коронавирусом выявлен в Якутии за минувшие сутки, в том числе 40 носителей. По данным оперативного штаба, в Якутске 115 больных. В Мердинском районе 8, Алданский, Кобяйский и Нерюнгринский по 6, Верхневилюйский, Вилюйский, Аймеконский, Алекминский по 5 случаев. В остальных районах от 1 до 4 заболевших, летальных исходов от COVID-19 за сутки 2. Лабораториями региона проведено 6300 исследований. В период ледостава обеспечение заречных больниц, в том числе запасами кислорода для ИВЛ, на особом контроле Минздрава. Глава региона Исен Николаев поручил продолжить работу по оказанию практической и организационной помощи центральным районным больницам. Минздрав проинспектировал Нюрбинский район, а накануне выехал в Татинский. Там имеются 60 инфекционных и 15 провизорных коек, 3 реанимационные койки, 3 аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов. Региональный Минздрав держит на особом контроле обеспечение заречных районных больниц, в том числе запасами объемов кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. А федеральный Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации. При этом бытовые условия в расчет не брались. А в Мирном школьные каникулы продлили до 15 ноября. Чем можно заняться во время незапланированного отдыха, расскажет Марфирина Алексеева. Каникулы должны пройти безопасно. Во избежание роста заболеваемости среди несовершеннолетних Роспотребнадзор рекомендует оставаться детям дома. В этом году осенние каникулы в 2 раза дольше, чем обычно, и занимать ребят приходится в онлайн-режиме. Так, к примеру, городское управление спорта и культуры организовало вокальный конкурс среди солистов и ансамблей. Участники должны были предоставить видеозапись демонстрации вокального творчества представителей разных национальностей. Оценивается сценическое воплощение, выразительность и уровень исполнительского мастерства. Победителям предусмотрены денежные сертификаты от 3 до 10 тысяч рублей. Также стартовало онлайн-первенство города по волейболу, футболу и хоккею. Участники должны заснять на видео выполнение заданных упражнений, которые должны совершать за определенное время. Для хоккеистов это у нас инвентарь идет набивание мяча и шайбы. И также для детей, занимающихся волейболом, мы проводим онлайн-первенство по упражнению «Сесть, встать» с волейбольным мячом. У нас как первенство проходит, у нас будут чемпионы города, у нас будут награды, грамоты. Все будет как по-настоящему. Центр дополнительного образования организует онлайн-встречи и мастер-классы с интереснейшими экспертами своего дела. К примеру, сегодня спикером выступает известный графический дизайнер Феоктист Алексеев. Он является официальным дизайнером международной организации ЮФЦ. Сам Феоктист родом из Мирного, поэтому с радостью отозвался рассказать ребятам, как из любителя стать профессионалом графического дизайна. Помимо мастер-классов, в скором времени стартует муниципальный чемпионат WorldSkills среди школьников по графическому и промышленному дизайну, а также различные районные конкурсы. Участники должны будут представить видеоролики о том, как они готовят национальные блюда. Также районный конкурс ко Дню матери, творческий конкурс, где ребята могут представить различные электронные открытки. Конкурсы рисунков проводились, а мы решили это преподнести как электронные открытки. Из-за сложной эпидситуации дети будут отдыхать еще 1,5 недели. И, как оказалось, занимательный досуг найти возможно. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. Сейчас эта специальность одна из самых востребованных. Именно рентгенологи проводят компьютерную томографию и оценивают состояние легких у пациентов с коронавирусной инфекцией. Подробнее об их профессии узнал Александр Хавренко. С началом пандемии работы у врачей-рентгенологов прибавилось в разы. Сейчас отделения лучевой диагностики работают в 2 смены, а исследования проводятся круглосуточно. До начала пандемии, это получается до февраля, у нас проводилась плановая работа и непосредственно приемное отделение, где мы принимали тяжелых пациентов и по самообращению. После начала пандемии в марте-апреле исследования в среднем выполнялись от 20 до 30. Летом уже исследование доходило до 70-80, и сейчас же отмечается нарастание количества. Колоссально идет поток пациентов, уже заболевших пациентов. Сейчас доходит практически до 100 исследований. Главная задача врача-рентгенолога – провести обследование и определить степень поражения легких пациента. Посмотреть динамику ранее обратившихся. При современных технологиях делается это в течение 15-20 минут. На левом экране видим нормальную неизмененную легочную ткань. Паренхима легких без особенностей. Легких очаговых инфильтративных изменений не выявлено. На правом экране видим субтотальное поражение обоих легких, обширные зоны матового стекла с утолщением внутридольковой интерстиции. Также видим более плотные участки, возможность присоединения бактериальной пневмонии. В отделении лучевой диагностики Якутской республиканской клинической больницы работает 34 специалиста. И большинство из них работает в так называемой красной зоне, в зоне непосредственного контакта с больными коронавирусной инфекцией. Многие врачи и лаборанты уже сами переболели, но после выздоровления они снова возвращаются на свои рабочие места, понимая важность своей работы в борьбе с коронавирусом. Хочется поздравить своих коллег, всех рентгенологов Республики Саха-Якутия и города Якутска. Поздравляю с нашим профессиональным праздником. Но это, наверное, первый случай, когда у нас так интервью берут. Поэтому желаю вам крепкого здоровья. Обязательно берегите себя и своих близких. В нашей работе главное здоровье, дальнейших успехов, чтобы ваша работа приносила только радость и пользу людям. Будьте здоровы. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В рамках года патриотизма в Якутск прибыл известный летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» прославленный космонавт провел для детей экологический урок. Каждому ребенку была выдана игрушка в виде ангела. Задача детей – разукрасить ее по своему желанию и хранить ее у себя, как талисман. Это не первый визит прославленного космонавта в республику. Как говорит Федор, у него сложились особые, теплые отношения к региону. Сегодня достаточно сложные времена для перемещений, для общения, но все, что касается работы с детьми, это является святым для каждого из нас, наверное, в нашей стране, потому что дети – это наше будущее. Поэтому сегодня я с такой вот замечательной миссией приехал в преддверии. Скоро Новый год. Мы привезли игрушки, которые делают мои друзья. Это экологически чистый продукт. Дети их разрисовывают. Уверяю вас, я участвую не в одной такой акции. Много таких акций было. И знаю, как дети на это реагируют. Поэтому вот то, что называется шар-папье или игрушки из папье-маше, мы сегодня постараемся придать им новогодний вид. Музей Ярославского проводит детские интерактивы. В них входят экскурсии, мастер-классы и различные игры для малышей от 2 лет и школьников. На сегодняшних занятиях побывала наш корреспондент Виктория Федорова. Приобщение к ценностям народной культуры, изучение истории родного края и просто полезное времяпрепровождение – таковы цели, которые ставят перед собой работники музея. В связи с ограничительными мерами занятия проводятся по группам с соблюдением всех санитарных требований. Максимальное количество детей – не более 4. Сейчас это очень востребовано, потому что очень много всего закрыто, и детям как бы хоть какое-то мероприятия, которые вот проводят в офлайн режиме.
Занятия для малышей длятся примерно 35 минут, для старшей группы от 45. Формат занятий – это и игры, и аппликации, и квесты для ребят постарше. Мы берем чучела редких животных, и дети могут более пристально рассмотреть и изучить животных. Наши специалисты рассказывают о повадках животных, о их особенностях. То есть все это помогает детям расширить их кругозор и быть более заинтересованным в природе нашего края. Естественно, дети задают вопросы, активно интересуются, так что занятия в течение часа мы рассказываем. Тема сегодняшнего занятия для малышей посвящена периоду доисторической Якутии, а именно динозаврам, которые обитали на территории нашей республики 140 миллионов лет назад. Так, ну что ж, ребят, сейчас нам нужно найти тут динозавриков. Давайте стол ставим, надо кисточкой почистить, мы же настоящие археологи. Да. Тебе здесь нравится? Да, Что ты держишь? одеяло. Не менее интересная программа ожидает и детей постарше. Помимо экскурсий, музей подготовил для них ряд интерактивных игр. Специалист отдела природы Владимир Бочкарев соорудил игру, посвященную грибам Якутии. Задача детей – отличить съедобные от несъедобных. С задней стороны у каждого гриба покрашены, вот есть зеленые и есть красные. Вот, например, они означают, что красные – это ядовитые несъедобные грибы, а зеленые – съедобные. Есть также игра «Рыбалка». С помощью крючка нужно поймать рыбок и попытаться угадать, как они называются. Мне понравилось это занятие. Больше всего мне понравилось, когда нам рассказывали про птиц. Это было интересно. Нам рассказывали про строение, крыла птиц и про самих птиц, которые живут в Якутии. Посетить музейные занятия можно по предварительной записи. Стоимость за одно место в группе – 100 рублей. Также по заявкам на платформе Zoom бесплатно проводятся онлайн-экскурсии. Любую интересующую информацию вы можете найти в инстаграм-аккаунте музея. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Победители конкурса ледовых скульптур в Якутске получат крупные денежные призы. Состязания пройдут с 25 по 30 ноября на площади Орджоникидзе и в ледовом парке «Северное сияние» в 202 микрорайоне. Подведение итогов 30 ноября. Участниками конкурса могут стать профессиональные художники, скульпторы, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели вузов, колледжей, училищ и жители Якутии. К участию в конкурсе приглашаются команды в составе 2 человек. Возраст участников от 18 до 65 лет. В зависимости от номинаций первые 3 места получат от 20 до 100 тысяч рублей. Участникам, не занявшим призовые места, помимо дипломов, вручаются компенсационные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Борец Аял Лазарев сегодня выступит в финале Гран-при Москвы. Якутянин выйдет на ковер против финалиста последнего чемпионата России Шамиля Шарипова в категории до 125 килограммов. Начало поединка в 21:00 по якутскому времени. Ранее Аял Лазарев, представляющий Кыргызстан, стартовал с победы над азербайджанцем Исламом Абуевым со счетом 10:0. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.